Резолюция Совета Безопасности ООН была принята в 2000 году. Основа, суть, для чего эта резолюция важна была? Впервые повестка мира и безопасности соединена с повесткой прав женщин и девочек. В случае возникновения конфликта или какого-то чрезвычайной ситуации, в первую очередь негативно испытывают женщины и дети, потому что они являются самыми уязвимыми. История показала, что территория, так сказать, врага – это, собственно, и это территория прав женщин. Это и ее телесность, и другие, собственно, права, которые нарушались в период вооруженных конфликтов, не только межгосударственных, да, но в период гражданских войн и другого рода конфликтов. Эта резолюция нацелена на то, чтобы предотвращать, прежде всего, конфликты. Да? Мы все считали, что вот это направление не является актуальным для Кыргызстана. После трагических июньских событий женщины-активистки добились того, что на уровне Джугурку-Кенеша, было принято решение, чтобы на правительственном уровне рассмотрели внедрение основ этой резолюции 1325. Речь идет и, собственно, не только о том, что женщины и девочки – это жертвы конфликтов, но и речь идет о том, что их рассматривать как акторов, да, как активных участников процесса миростроительства. Безусловно, речь идет о политическом участии, то есть о политических правах, потому что без участия женщин никакие процессы не могут быть достоверными. Жесткие квоты для депутатов местных кенешей введены в избирательное законодательство. Их отсутствие привело к тому, что практически вымывалось и практически не было представленности женщин в органах управления. Именно там, где гендерное равенство, политика соблюдения гендерного равенства, где расширение прав, полномочий женщин, да, эти государства, они все процветают. Потому что именно вот эта политика, активное вовлечение женщин и в политику, и в экономику, и не только в быту, да, оно способствует тому, что государство развивается в позитивном, нужном направлении. Женщины и мужчины по-разному смотрят на мир. И, соответственно, разные взгляды на жизнь приводят к разным решениям. При принятии решений, например, женщины больше уделяют именно социально значимым проектам. Недопредставленность женщин приводит к тому, что принимаются решения, которые, скажем так, не учитывают интересы женщин. Речь идет даже о такого рода изменениях, как глобальные изменения климата, которые вызывают, например, массовые перемещения людей, да, из одного пространства в другое. Вот. Они тоже являются такими факторами, которые могут усиливать, да, конфликты, триггерами конфликтов. И о разного рода глобальных вещах, как, например, пандемия. Были приняты законы, связанные с борьбой насилия в семье, поскольку именно эти проблемы, особенно в чрезвычайных ситуациях, в условиях конфликтов, имеют очень высокое, скажем так, влияние. Потому что пандемия, например, экономические последствия, стрессы, они во многом отразились на росте насилия. Утвержден этот порядок о взаимодействии, именно о взаимодействии государственных органов, ОМСУ, гражданского общества, именно в деятельности по снижению рисков насилия в отношении женщин и детей в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Женщины – это как, я не знаю, голуби мира, да, и так далее. Да, за мир и стабильность, да, но нагружая их этой ролью, да, мы забываем зачастую о том, что эта политика должна быть повседневной, да, политика их участия во всех процессах, да, которые идут в стране.